Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши ученики. Ставьте лайк, рекомендуйте своим знакомым, друзьям. Чем больше лайков, тем больше просмотров и так далее. И тем больше людям становится интересна наша рубрика. И мы сделаем для вас еще больше полезных видео. Дорогие друзья, хочу ответить. Здравствуйте, господин Давлатов. Можно заниматься продажей натуральной косметики от Китая, Кореи, Индии. В основном мыло и шампуни. То есть получается мыломойка, но не косметика декоративная. Да? Что советуете? Вложение в пределах 50-60 тысяч долларов. Спасибо большое. Конечно, всегда можно. Люди будут мыться. Я хочу вам сказать так, что люди больше не будут жить в грязи. Человек уже не может жить в грязи. Человек не вернется в том, то, что было его прошлое. Там то, что в палатках или юртах, или там в сарае, или где-то долго жили. Они не будут это делать. Это все остается как в виде экзотика. Просто поехал на неделю или на 2 дня, отдохнули, вернулся, или там, не знаю, на 10 дней. А так с этим все. Поэтому обязательно покупайте, используйте, открывайте. Самое главное, правильный ассортимент и по целевому сегменту правильный подбор и правильное место. Если вы правильное место, правильная цена, правильным людям с выгодным предложением выходите, обязательно ваш бизнес будет продвигаться. Поэтому вам надо концентрироваться на это. Так что то, что вы говорите, что стоит или нет, конечно стоит. Почему не стоит? Стоит. Доброе время суток, уважаемый наставник. Благодарю вас за ваш труд. Меня зовут Саид. Я занимаюсь инвестиционным проектом с элементами сетевого маркетинга уже почти 2 года. Он меня во многом изменил, духовно и внутренне. Кроме него я нигде не работаю. У меня сформировалась небольшая команда. Но заработал я за это время не больше 50 долларов. Потому что потребовалось время, чтобы я поменял себя. Чтобы зарабатывать, мне нужно некоторое время. Наоборот, забить о деньгах и строить команду. Но жизненные обстоятельства никуда не ушли. Все это время меня выручала семья. Я не знаю, что сейчас делать. Устроиться на работу и параллельно заниматься своим проектом. Или полностью отдаться своему делу и верить. Дорогой наставник, можете, пожалуйста, дать совет? Благодарю вас заранее. Спасибо, дорогой мой Саид. Я хочу вам сказать вот что. Если это элемент сетевой маркетинг это такой бизнес, что для построения команды требуется время. Потому что сетевой бизнес это командный бизнес. В одиночку вы его не построите. Вы очень большую ошибку допустили, что вы перестали работать где-то на зарплату. Надо было вам продолжать работать на зарплату и каждый день 2 часа заниматься сетевой бизнесом. Вам надо было так делать. Но если вы сейчас, что случилось, теперь как вам надо делать? Немедленно устройтесь на работу, на зарплату, чтобы вы не нуждались в денег, но каждый день 2 часа занимайтесь сетевой маркетинг. И я могу уверенно сказать, что через 1-1,5 у вас появится замечательная команда, если вы каждый день 2 часа просто целенаправленно занимаетесь сетевой маркетинг. А по выходным, если хотите, можете увеличивать это количество часов работы до 4 или до 5. Но в основном каждый день 2 часа надо заниматься. Фокусируйтесь после работы, пара часов заниматься сетевой маркетинг. У вас результат будет гарантирован, если это вы делаете каждый день. Мы это называем стратегия капелька вода. Капелька вода, благодаря постоянству, побеждает камень. Как вы думаете, капелька вода, которая капает на одну точку, со временем камень отверстие делает. Это медленно или это быстро? Я вам скажу, это быстро. Почему? Правильно выбранная дорога с правильной стратегией, длительный период, это творит чудеса. Просто выберите направление и стабильно делайте одно и то же, бейте по одну точку, длительный период, тогда у вас гарантированно пойдут результаты. Вы мне, надеюсь, что вы меня поняли. Значит, вам надо сейчас устроиться на работу и каждый день по 2 часа заниматься сетевой маркетинг. Хорошо? А почему на работу? Чтобы у вас был стабильный доход, чтобы семью кормить и так далее. Когда у вас будут деньги, вы будете более уверены в себе. Тогда вы легко будете продвигать инвестиционную программу. Если у вас будет стабильный доход, у вас приживание исчезнет, вы станете более уверенным в себе, тогда дело пойдет еще быстрее. Здравствуйте, наставник. Мне 38 лет, работаю лор-врачом в Москве. Живу хорошо, но с зарплатой невозможно сделать пассивный доход. Вот хочу начинать с бизнеса, но не знаю, чего начать или меня инвестировать свои деньги. Наставник, можете вы показать, что мне лучше делать? Дорогой мой, у меня есть такой ученик, лор-врач, который город Кызылорда, когда пришел ко мне несколько лет назад, это, наверное, 5-6 лет назад, как раз у него тоже не было ни сбережений, у него тоже не было ни дохода серьезного, он просто работал лор-врачом и так далее. С чего вам надо начинать?
вам надо начинать сначала, в первую очередь, создать себе имя. Это первый ваш. Если вы врач, вы должны себе создать имя. Мы же знаем, что к врачу люди ходят как к артисту. Поэтому вам надо сначала создать себе имя. Фокусируйтесь, стать суперпрофессионалом. И тогда ваш рейтинг растет, и люди будут говорить о вас и так далее. Постепенно слух пойдет и так далее. А потом предлагайте тот клинике, в которой вы работаете, чтобы вы работали на комиссионной. Не на зарплату работаете, а работаете на комиссионе. Как вы начнете работать на комиссионе, потолок уходит. Как потолок уходит, все дальше зависит от вас самих. Постепенно работайте, поднимайте себя. Значит, первый шаг. Станьте брендом, создайте имидж, развивайте себя, станьте лучшей версией самого себя, лучшим лором в том регионе, в котором вы работаете. И второй, постепенно работайте на комиссионе, чтобы потолок дохода вы убрали. Когда потолок вы уберете, дальше у вас возможности и шансы от вас самого зависит. Вы тогда быстрее будете подниматься по можно сказать, по деньгам и так далее. Думаю, что любой руководитель или хозяин клиники с радостью поработал бы с известным профессиональным врачом, потому что это же очень важно. Очень-очень важный момент, чтобы совместная работа долго продолжалась. Ассаламу алейкум. Мы с другом открыли точку фастфуда. Мы улучшаем. Продукт все подорожало, экономическая нестабильность, а цену на наш продукт не можем поднять. Просто его не купят. Как нам быть? Результат: работаем только на точку, выручки пока почти нет. То есть прибыль скорее нету. Вы работаете, то есть получается, что вы постоянно занимаетесь улучшением, постоянно получается, что сырье подорожает, то есть продукты питания подорожают, но вы не можете поднимать стоимость вашего продукта на готового продукта, а себестоимость подорожает и так далее. Дорогой мой, добавьте какие-то дополнительные, какие-то, не знаю, соусы, ценности, что-то угодно делайте. Но если вы занимаете фастфуд, фастфуд это количествами берется. То есть недорого надо продавать и количествами брать, небольшой маржой. Но надо зарабатывать на количество. Если вот именно так можете активно в хорошем месте поставить бизнес, у вас дело хорошо пойдет. Увеличивайте количество, тогда увеличивайте количество продаваемой продукции, чтобы ход небольшой, маржа осталась, но массово, чтобы объемами брали. Это один вариант. Второй вариант, тогда разделите 2 или 3 вида. Мы это называем метод 3 гамбургера. Метод 3 гамбургера это означает, что одну маленькую, одну среднюю, одну большой. Сделайте так, тогда большинство будут выбирать среднюю. Это означает, что автоматически у вас маржа растет на какой-то ваш продукт. Вы можете просто 2 листы салата или какой-то кусок, там что-то, чуть-чуть кусок мяса туда добавить, но цена значительно 15-20% поднимает. Тогда люди, если вы посмотрите вот так соотношение первый гамбургер или средний или большой, люди будут в большинстве случаев выбирать среднюю. И тогда автоматически у вас маржа растет и вы будете нормально зарабатывать. Мы это называем метод 3 гамбургера. То есть одну маленький, одну среднюю, одну большой. Большинство случаев будут выбирать среднего. И тогда вы будете зарабатывать, у вас пойдет прибыль.